Я считаю, что сейчас одежду, которую используют в ансамблях, это сценический костюм, это не национальная одежда. Одежда, которая считается национальной, ее носят. Пока одежду не начнут массово носить, пока ее не начнут на заказ шить, пока ее не начнут по людям шить, пока она не будет функциональна, это не национальная одежда. Та одежда, в которой танцуют наши коллективы, это все сценический костюм. И все, больше ничего. Хотя он напоминает отдаленно те костюмы, которые были в начале 19 века или в начале 20 века. Вот, отдаленно напоминает. Вот. Уже в начале 20 века было влияние, но влияние в основном из России, влияние из Европы на костюм, в основном на женский костюм, потому что женская мода, она более подвижна была в 20 веке. Это еще и, я считаю, получилось потому, что после того, как от осетин осталось 16 тысяч, и с этих 16 тысяч ближе к концу 19 века население снова восстановилось в своем количестве до 200-250 тысяч, вот это поколение уже впитывало в себя все пришлое, потому что корни были подрезаны, и многие традиции были подрезаны. Если вы так вот каждый из вас вспомнит, что Коста Хитагуров как бы уже писал о том, что осетинское общество разлагается, что элита, она прогнившая. Он говорил это и об офицерах, и об интеллигенции. Вот. И это была та элита и тот народ, который для нас вот сейчас это икона. Мы поклоняемся тем, которые жили в начале 20 века, в конце 19-го. А для Коста Хитагурова это уже тогда было видно, что народ изменился, что нация меняется, что это уже не те осетины, которые были когда-то. Вот. И все это как бы ведет к тому, что меняется и одежда. Если мы видим, что мужской костюм сохраняется, мужской костюм тоже меняется, но он сохраняется в своей основе, потому что это в основном военный костюм. А так как они постоянно участвуют в войнах, почти во всех войнах осетины участвовали на стороне России, с тех пор, как они в составе Российской империи, то костюм практически не меняется. Он просто модифицируется, там в моментах начинают вместо газырниц носить патроны карабина, трехлинейки. Вот, начинают носить огнестрельное оружие, другое уже затворное, там револьверы, кольты. Вот. Вместо кремневых ружей и кремневых пистолетов и пороховниц. Вот это нюансы меняются, какие-то аксессуары меняются, а все остальное остается тем же самым. Вот. Даже не меняется обувь, манера ношения обуви, разновидности обуви не меняются. Вот. Меняются головные уборы. Начинают меняться головные уборы с приходом новых материалов, таких как каракуль, среднеазиатские каракулевые породы. И начинается мода на короткостриженные папахи высокие. Вот. Хотя это тот же самый головной убор, раньше он шился из овчины, а теперь он начинается шить из каракуля. И он меняет свою форму. И стиль, естественно, меняется. Вот такие моменты. В какой-то момент в начале 20 века знать носит очень длинные черкески, чуть ли не до пяток. Но эта мода, буквально несколько лет просуществовав в городской среде, она пропадает, потому что в городской среде люди в основном пешком ходят, и это очень неудобно. Это одежда всадническая, поэтому она присуща больше всадникам. И то есть определенные, как сказать, эргономические требования к одежде, и если они выходят за эти рамки, то это долго мода не держится. Вот она сразу уходит, да, сразу уходит. Другое дело, в начале 20 века есть такие тенденции, когда уже происходит Октябрьская революция, когда меняется состав населения классовый, когда знать уходит в Турцию, когда из 250 тысяч 150 где-то ушло в Турцию. Остается в основном население, которое считалось бы незазорным быть бедным, да, считалось, что короткая черкеска – это признак крестьянства, а длинная черкеска – это признак знати. И если ты выходил из длинной черкески, ты начала раздражать всех окружающих. Это просто черкески, которые вышиты были серебряными галунами, лентами алгабетта, харгабетта, вот все эти шнуры. Это считалось признаком знати, за такие вещи могли наказать и очень сильно, раскулачить могли. Вот. Очень
Тоже могу сказать по своей семье, моя бабушка хвасталась, что они успели с девочками сжечь платье, чтобы не раскулачили себе. И поэтому на сегодняшний день в Северной Осетии, к сожалению, считаю, что пока есть только один единственный известный настоящий костюм осетинский поздний, начала 20 века. Это платье Паши Камыковой, которая ее сшила для себя на свадьбе. Она хранится у нас в музее, и по ее образу и подобию, как говорится, было сшито платье на щинты для ансамбля «Алан». Вот. Это единственное платье. Остались там какие-то детали. У нас в музее есть много деталей, поясов, нагрудников, комплектов таких очень много, но целого платья набора нету. Только одно. Вот. Такой момент. Так что пагубный эффект был в этом после революции. Это очень большая проблема была. Все пытались на черкесках снять ленты, распороть, но даже если ты распоришь ленты, швы-то видны, и ткань выгорает, и видно след, что была лента. И за такие вещи очень жестко обходились людьми. Вот. Потом, это все вело к обесцениванию вот этих вот ценностей, и начинает появляться мода на европейскую одежду, на хромовые сапоги, на всякие аксессуары, которые присущи европейцам. Вот. И черкеска постепенно выходит из моды. Это уже начало 20 века. И окончательно в обиходе пропадает ее ношение где-то в 55-60-х годах. Последний раз, когда носили в быту, в городе, в селах, да, зафиксированы, как бы вот в быту ношения. После войны еще носили? После войны еще носили, те, которые вернулись с войны, носили. Но их дети уже не носили. Китель носили, сапоги? Нет, это не национальная одежда. Это не все, что касается кителя, сапогов, галифе, это все не национальная, это военная армейская одежда. Это был имидж, это была война, это уже мода военная. Как говорится, воинское братство, они носили свои атрибуты.